Итак, мы продолжаем нашу тему. Я сегодня подготовил таблицу. У нас теперь есть возможность связывать субъектные действия, субъект-объектное взаимодействие. Иначе говоря, мы сейчас будем учиться выстраивать аффиксы местоимений с глаголами, проще говоря, да. Ну вот смотрите, давайте еще раз по таблице. Но прежде чем приступить к рассмотру этой таблицы, я хочу вернуться еще раз к фундаментальным правилам хакасского языка, потому что об этом всегда нужно помнить. И в этой таблице мы постоянно будем сталкиваться сейчас с этими правилами, но я еще раз хочу обратить ваше внимание. Давайте начнем как бы сначала. Вот смотрите. Мы все помним, что в хакасском языке есть фундаментальные правила, они работают в любом случае, они всегда работают. Давайте мы их повторим. Ну, хакасский язык, понятно, он формируется из корня слова аффиксы, да. Вот, аффиксы, они бывают разные. Корень слова всегда впереди, у нас нет предлогов. Так, дальше. Дальше у нас звуки согласуются по определенным правилам, гласные и согласные. Если мы возьмем гласные звуки, они имеют свои правила, четкие. Твердые гласные, твердые гласные, да, класс твердых гласных примыкает к твердым. Если в корне слова твердые гласные, значит в аффиксах тоже твердые. Если в корне слова мягкие гласные, Наталья Зинер. Если в корне мягкие гласные, то и в аффиксе мягкие гласные. Вот, да. Мы это правило проходили. Так, теперь, если корень слова заканчивается на звонкое согласное, то примыкает звонкое согласное. Ну, допустим, пар, да, заканчивается на звонкое. Ган тоже это звонкое согласное. Аффикс со звонким согласным. Если в корне слова глухое согласное, то примыкает аффикс глухого согласного. Сх, выходи. Хан, да, вышел. Схан. Не сх-ган, да, а сх-хан. То есть, как правило, так работает. И теперь, если корень слова заканчивается на гласное, ойне, ойнан, да, или ойни, др, все равно звонко согласуется со звонким. Проще говоря, глухой тянется к глухому, звонкий к звонкому. Ну, вот так, да. Теперь смотрите, я все-таки предложил вот этот алфавит не случайно на самом деле, потому что этот алфавит имеет, в общем, назначение алфавита каково? Чтобы дать правильную звукобуквенную систему, да, или буквы, в общем, правильно дать символы какого-то языка. Ну, в данном случае, каким образом разделена вот эта система? Ну, вот смотрите, система работает таким образом. Вот, сейчас, подождите, я правильно зарисую, я не ту линию сделал. Так. Ну вот смотрите, это у нас гласные, да, гласные. Ну, понятно, что вот А, О, У, И это твердые гласные, И, Ü это мягкие гласные. Причем, ну, звук вот этот А, харга, его пока у нас, хоть он в природе есть, но он пока не прописан, вот этот звук ахарга, ворона, допустим, да, он там нужен. Так, ну, смотрите, что тут важно? Тут важно согласование будет всегда согласовываться с нижним Мы потом это увидим в аффиксах. А будет согласовываться вот с Е, да. Увидим опять-таки в аффиксах. Дальше мы вот нижняя часть это уже согласные звуки. И там вы также видите система каким образом распределена. Есть Б, допустим, звонкое Б, аналог П, В, Ф. И таким образом у каждого звонкого звука есть свой глухой аналог. Обратим внимание на Ч, на Ж. На самом деле, я как-то в прошлый раз говорил, что в хакасском языке Щ, ну, парща, кильче, допустим, да, оно звучит, вот этот звук, вот эта буква Ч именно звучит как Щ, парща, кильче. Но русское Щ используется в русскоязычной лексике. По сути дела, это одни и те же звуки. Вот. Вот эти две буквы Ч и Щ, да, по-русски Щ,
По-хакасски че он, ну, как бы че, но все равно звучит щ. Парща, кельще, кюрще. Ж. Это уже чисто хакасский звук. И вот смотрите, допустим, у нас есть аффикс ган, ген, да, ган, ген, хан, кен. И они согласовываются, рядом стоят. Ганген, ханкен обязательно. Дальше выделены сонорные звуки. В хакасском языке вот эти вот три буквы или три звука м, н, н, я их выделил красным, они имеют свой класс аффиксов. Вот, да, вот это надо запомнить. Вот на что нужно обратить внимание теперь при разборе. Давайте вот мы сейчас вернемся к той таблице. Вот. И вот смотрите, что теперь тут есть. Давайте разберемся. Я дал тут местоимение мин, я, син, ты, ол, он, она, оно. В хакасском языке родов нет, поэтому местоимение в третьем лице оно только одно, да. Пис, мы, сирер, вы, олар, они. Вот. И теперь смотрите, у каждого местоимения, ну, мин, допустим, да, есть свой аффикс. Мин, допустим, парар, бын, да, вот этот класс аффиксов. И вот смотрите, вот теперь по аналогии, когда к какому классу звуков примыкает бын, бин? Конечно, к звонким, да, то есть мы помним, звонко к звонким тянется. Бын, бин, парар, да, р, бын. И мы знаем, что есть твердые, тянутся твердыми, да, парар, класс твердых, допустим, да, тут твердые идут. Сейчас, подождите, я тут сужу немножко, а то. Вот, парарбан, да, твердые. И вот, а пын, пин каким звуком, то есть к какому корню примыкает? К глухому. Пын, пин. Мн, мин примыкает уже к сонорным. То есть мы теперь понимаем вот это правило, что глухой тянется к глухому, звонкий к звонкому. И по этой системе, по этой аналогии мы понимаем, что вот этот класс аффиксов, он будет примыкать бын-бин к звонким, пын-пин к глухим, мын-мин к сонорным. И так вся система выстраивается, весь класс аффиксов в хакасском языке. Зын-зин, понятно, к звонким будет примыкать, сын-син, понятно, к глухим, да. И вот теперь смотрите, мин, да, и вот этот вот класс аффиксов. Мин, парга, бын, да, если это в прошедшем времени. И теперь смотрите, вот, да, по времени как смотреть? Форма ган, я прописал форма ган. Ну, опять смотрите, по аналогии, можно ведь теперь уже из логики параллельных звуков ган, ген, да, хан, кен, ан, ен. Смотрите, ган, ген, если мы знаем, опять-таки, ган, ген, да, ган, ген, видите, да, вот согласование тут идет, ган и ген, вот по этому ряду идет согласование. Допустим, хан, кен, понятно, хан, кен, и также здесь идет, да, согласование. Вот. В общем, примерно такая логика. Вот. Ган, ген, хан, кен, ан, ен. Понятно, что ган, ген примыкает к звонким согласным, тут я прописал. Хан, кен к глухим согласным, и ан, ен примыкает к гласным. Мы это проходили, вы знаете. Теперь смотрите. У вас будет домашнее задание какое? Вы скачаете вот эту таблицу, я ссылку дал, вот, должно скачаться. Вы должны скачать и дома составить по этой таблице, вот вместо паргыбен, кильгыбен, прописать свои глаголы. Давайте вот мы сейчас дальше разберем, но в настоящее время вы помните, допустим, парща, да, но вот парща, видите, аффикс времени стоит перед бын, парща, бын, потом только примыкает вот этот аффикс местоимения. Мин, парща, бын. Син, вот син, парща, зын, после аффиксов, вот видите, после аффикса времени идет. Парща, зын. Ол, парща, тут уже нет ничего, нет аффикса сказуемой формы. Пис, парща, быс, видите, да, вот, парща, быс. Серер, парща, зар, да, отсюда выбираем. Улар, парща, лар, выбираем отсюда.
И вот таким образом, допустим, давайте сейчас, вот прямо сейчас потренируемся. Вот, скажем, мы возьмем, ну, допустим, глагол кер, смотри. Давайте вот по лицам мин, в настоящее время мин, кер, бин, допустим, да, смотри, кер, вот кер, смотри. Теперь давайте мы просклоняем. Бин, бин, видите, мин, кер, прошедшее время по мягкости согласуем кер, да. Но смотрите, тут обратите внимание, в настоящем времени что происходит. На ганген форма буква Н, тут должно быть Н, да, этот звук выпадает. Он везде выпадает, кроме вот этой формы ол и формы олар. В остальных случаях буква Н выпадает. Поэтому имейте в виду, допустим, кер, г, не керген. Вот в прошедшем времени было бы керген, да, а потом должны соединить бин, да, керген бин. Но тут Н выпадает бин. Г, допустим, да, Г, и мы присоединяем Н. Бин. Вот. Мин бин. Вот, смотри, вопрос идет. Паргам, паргабын. Разницы нету. Я пока про форму гам, говорить буду потом. Знаете почему? Дело в том, что бын, это одно и то же. Вот эта форма это сокращенная форма. Я сейчас даю литературную форму. Дело в том, что вот все равно мы должны пройти бен, это литературная форма. Конечно, я могу сказать мин паргам. Вместо бен можно просто поставить и все. Мин кильгам. Это стяженная форма, современная, да, вот сейчас уже вот так говорят. Мин паршам, допустим, да, мин кильчем. Вместо бен ставится просто Это современная форма. Я думаю, проставлять, не проставлять, но думаю, пока для усваивания грамматики вот проставим, а это сделаем как в виде исключения, допустим, да, как в виде исключения. Одрща, бн или одрщам. Разницы вообще никакой нету. Ну и дальше, вот, допустим, давайте возьмем одр. Давайте просклоняйте одр. Вот каждый в настоящее время по всем местам мин, одр, г, бн и так далее. Пропишите, пожалуйста, кто как понял тему. Смотрите сначала, понятно, смотрите сначала прошедшую форму на время, смотрите, аффикс времени, потом только пристегиваете аффикс сказуемой формы. Сначала время, потом сказуемая форма. Вот в такой последовательности. Давайте на одр. Сможете прямо сейчас прописать одр, мин, одр и поехали. В прошедшем времени. Настоящее, будущее пока не надо. Только в прошедшем времени надо будет просклонять. Да, одр, га, бен, орта. Так. Орта, син. Поехали дальше. Мин одрга бн, син одрга и пристегиваете аффикс. Да, одргазын, Толя, правильно, да. Одргазын, да, правильно. Ол. Так, да, одрга бн, правильно. Син одргазын, орта. Одр только, да. Ол одрган, орта. Так, пис. Ол одырган орта, Анатолий. Так, орта, Наталья. Ол одырган орта, Наталья. Пис одырга, біз орта. Пис одырга біз. Н выпадает, да, одырга біз. Дальше. Орта, Юлия, одырга біз. Сирер вы. Дальше.
одырғыбыз, серер одырғызар орта и олар. Олар. Серер одырғызар, я олар. Одырғаннар. Орта, Анатолий. Олар одырғаннар, да. А теперь возьмем следующий глагол. Ойне. Играй. То же самое. Ойне. Но тут будет немножко сложновато. Сложновато. Вот смотрите, какой аффикс пристегнуть. Давайте попробуем. Потом, если будут ошибки, я сделаю исправление. Ойне. Давайте то же самое в прошедшем времени, только ойне. Пис одырғыбыз. Ну да, орта. Одырғыбыз. Ампуневич Наталья. Так, ойне заканчивается на гласное, обратите внимание. Ойне. Играй переводится. Ойне. Мин и в прошедшем времени мин. Ой. На. И давайте пропишем. Так. Ну да, Сарина правильно, мин ойнам. А давайте через форму бын. Ойнам, да. Пока форму так опустим, форму бын. Давайте пока используем вот этот вариант, который есть в таблице. Юля тоже орте, тоже правильно, мин ойнам, да. Вот. Форму бын давайте попробуем сейчас. Это используемая форма, она в литературе часто встречается. С ошибками или без ошибок дайте свой вариант, потом мы, если будут ошибки, исправим. Ойнамбын. Так. Угу. Так, еще варианты есть? Кто? Дайте еще варианты. Так, ойнабын. Ну вот смотрите, Елена Трофимовна, вот я не успел вот отреагировать на ваш текст. Смотрите по твердости и мягкости. Вот смотрите, бин это класс мягких звуков, да, а в корне ойне твердые. То есть к твердым надо всегда прибавлять только твердые. Должно быть бын. Бин никак не может быть вариант, да. Ойне, там твердые гласные. Бын. Вот. У вас это основная была ошибка. Вот в тех текстах я просто не успел отреагировать. Но вот сейчас вот поправляю. Вот помните, что есть к твердым должны быть пристегиваться твердые аффиксы. Должны быть, да. Ойнан. Вот смотрите, как формируется прошедшее времени ойне. Мин, допустим, ойне. Ойне. По логике вещей должно быть ан, да. Ойнан. Ойнан, да, почему? Потому что заканчивается на гласное, пристегиваем гласное ан. Ну, я обращаю внимание, твердое ан, не ен, да. И далее мы должны были пристегнуть ойнан бын, да. Вот смотрите, вот по грамматике должно было бы так. Вот посмотрите, вот я тут прописал. Так должно быть по грамматике, если вот исходить из этой таблицы. Но помните, я вам говорил, что n у нас идет как исключение. Вот, да. Тут n надо вот пропустить. То есть он не пишется. Следовательно, мы пишем ойна, ойна бын. Вот, смотрите, остается вот эта форма ойнабын. N вычеркивается, остается 2а и форма бын. Вот это надо будет запомнить, если вы имеете дело с глаголами, которые заканчиваются на гласные. Давайте еще один глагол. Көгле. Көгле. Пой. Буквально пой. Давайте в общем, заполним то же самое. Добавьте аффиксы. Көгле. Как пропишите? Мин и дальше көгле в первом лице.
То же самое по той же формуле, что было у ина, да. Орте сарины kögle. Так, kögleben, правильно. Вот это правильно. Так, дальше. Теперь щохта. Щохта, говори. Просклоняйте вот эту форму. Щохта, говори. Также мин, щохта и дальше склоняете. Кюгле. Так, вот смотрите, Елена Трофимовна, кюгле. Бн у вас это твердая гласная. То есть твердым аффикс. А надо бн, мягкая. Бн твердая, кюгле, бн должно быть. Так, дальше. Щохта, бн, орте, щохтабн, щохтабн, орте. Поняли, да, идею щохтабн? Давайте еще на гласное так. Сарне, пой. Давайте вот сарне. В первом лице также сарне. Орте, сарнабн. А теперь дальше по лицам. Син, ол, пессерер. Именно вот это слово сарне. Давайте просклоняем уже по остальным местоимениям. Вот орте, Елена Трофимовна. Орте, правильно. Орте. Да. Дальше идем. Син. Теперь на син. Идем на син. Также смотрим. Сарне. Син, сарна. И дальше склоняете. Сарне. Сарназын. Так, орте, син, сарназын, орте. Дальше идем. Ол. Так, я ол сарнан, писсарнабыс, орте. Я серер дальше склоняете. И олар. Ну, кто может сразу просклонять, все может быть, да. Писсерер олар. Ол сарнан, я орте. Ол сарнан орте, Наталья, Юлия тоже орте. И серер олар форма. Серер олар. Так, олар. Серер сарназар орте. И олар. Я сарнаннер орте я. Ну, в общем, правильно дал. Я надеюсь, теперь вы логику поняли. Я имею в виду по настоящему времени. Ой, по прошедшему времени. Давайте по настоящему времени теперь просклоняем. Ну, допустим, возьмем глагол угрен. Угрен. Угрен, учись. Угрен. Давайте просклоняем в настоящем времени по всем лицам. Мин, син, ол, пессерер, олар. Угрен, мин, угрен и дальше. Можете, да, олар, сарнаннер. Ну, сарнаннер, Юля, смотри, там 2 н пишется. Так, угрен. Угрен, Анатолий, угрен. В настоящее время, смотрите, корень слова угрен. Ставим аффикс глагольный и потом аффикс сказуемой формы. Угрен, ще и дальше мин, допустим, да. Сначала мин, син, а потом ол. Так, угренчебес правильно, но это для пис, допустим, для вот этой формы, да, угренчебес. А давайте мин, син, ол. Я, ты, он, мы, вы, они. Так, мин, угрен и дальше склоняем. Син, угрен, ол, угрен, склоняем в настоящем времени. Так, я мин угрен чебен, орте, Сарина, мин угрен чебен. Так, орте, 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 Толя. Так, Наталья, орте. Дальше склоняем син. Син угрен чезин, правильно. Ну, вы теперь понимаете, да?
где по мягкости, где по твердым гласным. Да. Мин угренчебен, син угренче. Так, ол угренче, уртем. Сарина. Так, син угренчезен Наталья уртем. Так, bis угренче, bis уртем. Так, угренчебен. Так, Елена Трофимовна уртемен угренчебен. Так, Юля урте, син угренчезен. Bis угренчебес Анатолий уртем. Дальше. Те, кто не поспевает, ну, допустим, если увидели, все равно прописывайте, как бы, ну, повторение, скажем, набивание текста все равно, но я думаю, что помогает для усваивания материала. Срер угренчезер уртем. Так, олар угренчелер. Орта. Елена Трофимовна урте. Наталья урте. Так, ну, в общем, я надеюсь, что вы поняли логику, да. Смотрите, теперь дальше. Домашнее задание будет следующее. Те глаголы, которые вы знаете, проходили, давайте 10 штук, мы их пропишем здесь прямо под этим видео. Я имею в виду в группе на Facebook. Я выставлю это видео на Facebook, и там под видео надо будет просклонять те глаголы, которые вы усвоили. Ну, через вот эти вот местоимения. Мин берете глагол и вот, ну, в каждом времени. Ну, было бы неплохо, да. Пока по временам. Сколько сможете, столько набьете. Я просто прочитаю и потом, ну, может быть, прокомментирую уже на следующих уроках, да. На следующем уроке, где вы правильно заполните. Потому что физически я не успею ответить на каждый пример. Но, скажем, мы запустим вот ваши примеры и потом можно будет проанализировать. Так, в общем, задание, надеюсь, вы поняли. Надо будет просклонять. Дальше я пока не разбираю вопросительную форму, пока мы оставим на следующий урок. И пока я не разбираю вот то, что внизу, это отрицательные аспекты, да. И тоже мы будем их склонять. Но пока просто оставим мы для следующего пользования. Так. Ну да, конечно, вот я тоже пробую уже, как бы я думал сначала вроде бы теорию дать, но так, конечно, лучше. Ну, понятно, что по времени мы будем просто дольше сидеть, и да, материал, конечно, будет усваиваться лучше, я понимаю. Вот давайте так, следующая форма, вот, ну, я еще раз повторяю, вот задание, да, по местоимениям проходим времена, вот эти вот времена, и под видео на Facebook пропишите свои примеры. И на следующем уроке мы разберем примеры. Если какие-то будут ошибки, я их поправлю прямо здесь. Мы вот запустим, да, вот ваши примеры и разберем. Ну вот на сегодня пока все. У нас полчаса времени прошло. Суруглар парбе. Вот по данной таблице вопрос есть. Так. Ну, вот смотрите, логика какая. Пока, ну, понятно, что все наши действия, они исходят из чего? Из субъекта, да, ну, в данном случае местоимения. И понятно, что из действия. Вот действие, это глагольное действие. Вот, ну, вот эта вот форма, сказуемая форма, она здесь стоит на третьем месте. Сначала мин, парга, допустим, форма времени, потом только вот этот идет аффикс, сказуемая форма. И это строго соблюдается. Пока вот надо будет усвоить вот это. Потом эту таблицу мы будем уже обогащать и там уже вставлять, ну, в общем, ситуации, временные ситуации, ну и, в общем, разные ситуации будем вставлять. И все то же самое будем уже обогащать уже дополнительными аффиксами. Ну, пройдем вот это отрицательные аффиксы, пройдем местоимения, вопросительные формы, пройдем другие вопросительные местоимения еще. Че алгыс ползын сирерге, алгыс ползын,
пазы занятия, следующее занятие будет завтра в 8:30 также. Таңда ирді 6 отсты. Че алғыс болсын прайзна, таңдаға шетірі. Аным жоқтыр. Че пазы тоғасқан же.